Знаете, в 1965 году Литов находился как бы на распутье. В сознании он понимал ясно, что идет верным путем, но окружение было настолько враждебным, что он выходил на улицу, чтобы расселиться как-нибудь, хоть прийти в себя. И задавал себе вопрос, тем ли путем я иду? Почему все окружающие так ко мне относятся? Это не пустые слова, это было на самом деле, я читал его записи, дневниковые. И как приятно видеть сейчас, что люди, может быть, знаете, между прочим, Литова понять не очень-то и просто. Но то, что люди тянутся к нему, хотят понять это явление в чувашском искусстве вообще, это отрадно, приятно, здорово, что люди, хоть и немного здесь вас, но стремятся понимать истинно национальное чувашское искусство. То, к чему шел Литов сознательно. Если до него шли интуитивно Зайцев, допустим, Сверчков, некоторые другие, академисты меньше, конечно. Поразительно, пора бы и сказать то, что Академия подрывает корни национальные. Учат форме пустой, академической, чуждой, западной. А народные корни подрываются. Почему? Почему наши художники учатся, столько времени в жизни отдают изучению искусства, а приезжают сюда, на родину, и ничего шишки сделать не могут? Посмотрите на нашу скульптуру. Это позор! Позор настоящий. У нас нет национальной скульптуры в городе ни одного какого-то памятника, даже захудалого, если Мадрову не считать. Знаете, где-то на задворках там установили Бичурину, и никто его не видит, он уже разрушается. А живописцы, они до сих пор работали вслепую, подражая академистам, и ничего не создали. Это все пустошь, то, что создано до сего времени, и только отдельные работы стихийных мастеров, которым помогала Родина, земля родная, она не давала им сойти с верного пути, как Зайцева, допустим. Он колорист, символист в красках, как его ругали в 30-х годах, его гвоздили. А он все равно, как Ванька-Встанька вставал, хоть и в тюрьме его гноили, но он все равно делал свое дело, потому что они, может быть, неосознанно до Литова, но делали наше национальное искусство, которое погибло и под татаро-монгольским игом, и под советской властью, и под царским игом вот этим. Все равно, как бы ни говорили, что мы добровольно вошли в состав российского государства, но все-таки чуваш все время ходил загнутый-согнутый. Это мы знаем по истории Сеспеля. Он пишет это черным по белому, как стоило выехать только за границы Чувашской республики, там в Татарию, допустим, да, это на бытовом уровне, это уже было что-то. А если посмотреть, у него есть рассказы «Дети леса». Они только приблизились к Суре, а на другой стороне уже чуждый мир. Это же написано в «Дети леса». Вот. Эта проблема большая, и хорошо, что сейчас уже мир изменился. И мы начинаем понимать, если не умом, то, может быть, чувством, как-то приближаться вот к тому, к чему и стремился Литов своим творчеством. Он специально делал, вот знаете, закончил самый сильный графический факультет в академии. Это самый сильный был в то время, вообще в Союзе. А приехал сюда, ему писатели говорят, ты рисовать не умеешь. Ему говорили в лицо это, позорили его. Как он должен был себя чувствовать после этого? Вот. Но он выстоял. А сейчас очень радостно видеть, что люди наконец-то его поднимают на должную высоту.